Доброе утро, друзья, пацаны. Меня девушки упрекают постоянно, почему только пацаны. Ну, привык я. Такая у меня советская привычка. Сегодня я немножко еще расскажу о себе. Короче, сейчас я поставлю машину и немножко расскажу о себе. И сегодня я вам, что попадет, то и покажу, ладно? Так, давайте вот здесь поставим. Так, окошко закроем сейчас. Ай, блин, надо же этот... Надо маску одеть. Ну, вроде отменили все, а ну что, не дай бог там кто-нибудь болеет, зараженный, поэтому предохранение, профилактика называется. Так он типа хозяйственный магазин и продуктовый, все вместе, поэтому я зайду и там включу, ладно? Так, у нас нововведение. Это, короче, сам набираешь продукты, читаешь этот штрих-код, и при выходе уже автоматически оплачивается. Ну, мне надо эту тележку взять. Видите, они взяли тележки сюда понаставили. Это тяжелые железные тележки. Так, вот здесь датчики стоят, видите, чтобы не воровали. Так, картошка здесь $2 по 700 грамм. Лук 5 штук, $3.50. Ну, виноград я вчера вам показывал. Инжир я вспомнил. Так, грибы. Хотите посмотреть грибы? Грибы по $3. Ну, тут их они разные. Грибы разные, видите, такие есть. Такие грибы есть. Тут дыни у нас, по $6. Анделек называется. Ну, какая-то, как картошка на вкус. Ну, и это знаменитые натто. Знаете, да? Ну, это тягучие, вонючие. Я один раз попробовал, потом после этого. Это тухлые бобы, короче. Японцы их обожают. Ну, это в основном женщины кушают, чтобы гормонов больше было. Так, ладно, я выключусь, там продолжу. Ну, короче, нет то, что я хотел, поэтому я вышел. Едем. О, взяли этот, видите? Поставили. Ну, нет, я хотел мясо, курицу взять. Ну, хотя бы на $10 дешевле было. Нет? Есть, сама курица есть, но она японская курица, она идет на 1,5 раза дороже, потому что бразильская курица, она вкуснее и дешевле. Сейчас поедем, там есть этот магазин полуфабрикатов, замороженный продукт. Там я членом состою, карточка там, туда поинту, очки. Это не очки, а как он, короче, когда товар покупаешь, дополнительный, бонусы набегают. Сейчас, ребята. Вот, и вчера у меня
Вчерашнее видео там... Сейчас я продолжу. Меня все спрашивают, а что, семья за столом не собирается, что ли? Ребята, не собирается, потому что жена уезжает утром в 6 часов, приезжает в 8 часов вечера. Сын уезжает в 5 часов на работу, приезжает в 10 часов вечера, поэтому как такового в Японии нет такого, обед, ужин там. Это капиталистическая страна, здесь надо работать, ребята. Некогда прохлаждаться там, на обеде сидеть без парма, кушать или там. Такого нет, ну, действительно, это я про свою семью говорю, про себя. Я за других не отвечаю. У японцев вообще, они муж с женой вообще не разговаривают, не общаются по 20, по 30 лет, поэтому... Ну, это вы сами смотрите это. А, вот я приехал сейчас, что велосипед пропущу. Вот замороженный магазин сейчас. Так, сейчас поставлю я машину. Это же между ними туда, чтобы задом не заезжать. Здесь стоянка была, взяли трехкомнатную. Трехэтажный дом построили, ну, сдают, короче. Одна комната будет по $700. Опять железная тележка. Руки работать спиртом. Пиво, мило. Ребята, показать вам, сколько стоит творог. Сметана стоит 180 грамм, стоит $6, ребята. Так, сливки стоят, ну тут по процентности 10%, 40%. Они стоят $8. Самый дорогой сыр. Вот самый дешевый сыр моццарелла стоит $13 стоит килограмм. Ну этот вообще. А вот самый дешевый 60% холестерола, капто это $9, короче. Мясо. Это не мясо. Вот она курица, которую в эту духовку засовывают, стоит килограмм 200. Халал бразильский $8. Блин, а мне надо вот бразильское мясо 2 килограмма $13, короче. Ну, килограмм это получается 5, 7, 6,50, да? Так, это замороженные торты, короче. Это кремы, это блины. Да у нас даже блины продаются. Смотрите, есть такие вот круглые блины. А есть вот такие квадратные блины. По $13. Это печеньки. Мороженое тоже дорогое. Так, например, ванилин. Блин, мне тут жена что-то пишет. $13. Ладно, не прерывайся, потом продолжу. Едем дальше, короче. Мясо я купил.
Вот так и живем, ребята. Здесь большая гостиница, ее сносят, потому что в Японии, если вы берете в аренду землю на 2-3 года, то при возврате этой арендованной земли вы должны полностью вычистить ее и сдать арендателю. Так, мне надо направо сейчас, ребята, заедем. Тут есть тоже магазин. Заедем сейчас. Там, короче, мне все время спрашивают: семью покажи, семью покажи. Если бы в 95-м году был бы интернет и iPhone, и вот эти про-камеры, GoPro или там и Hitachi, Mitachi, то я бы все это снимал бы и выкладывал бы. Ну, видите, опоздали. Это только вот час спустя 15-20 лет появились эти интернеты, айфоны, майфоны, все снимают, все выкладывают. Ну, что поделаешь. Это фитнес для бабушек, а вот с левой стороны магазин. Показать вам, как бабушки чем занимаются? Короче, они с утра просыпаются, завтракают, и чтобы этот старик муж не капал на мозги, приходит сюда на фитнес. И здесь они знакомятся с другими бабушками, и потом они выходят отсюда, садятся на свои машины и едут в кафе, мафе, обедают, завтракают. Ну, короче, время проходят за сплетнями, за новостями, за обсуждениями разных событий. И к обеду возвращаются домой или подают мужу там обед, а потом после обеда уже хозяйством всем занимаются. Ладно, идем дальше, ребята. Короче, сейчас. А занавеской закрыли, там не видно. Видите? Так, видите? Или такое вообще. Придумались, да? Ладно. Идем дальше. Рыба, блин. $1 стоит из этой рыбы. И это сайра, да, или как это называется? Это маленькая. $1 стоит. Потому что крабы видим по $3. Это каки по-японски. Ну, короче, внутри это типа этого. Видите? Большие. Каждый раз, когда я проезжаю здесь Татую, я всегда вспоминаю нашего первого президента Киргизской республики Аскара Акаевича. Сейчас я вам покажу. Вот ресторанчик. Его статуи видите, да? Сейчас я припаркуюсь и поближе вам покажу. Сейчас. Терпение. Ну, Хаммер на мой похожий. Вот. На кого он похож? В колпаке. Комментарий жду от вас. Ну ладно, ребята, на сегодня все. У нас 27 градусов. Вроде жарко, не жарко, но самое хорошее время для путешествия, для туристов. Такой этот сухой климат. Влажность у нас уже исчезла. Поэтому, если есть вопросы, задавайте, пишите в комментариях, я отвечу
Ну ладно, всем пока. Такие дома сейчас, видите, да, дома? Для путешествия, смотрите, домики. Маленькие, компактные, 3 цилиндра, 600 кубов. Стоит всего лишь 15 тысяч долларов. Покупайте. Ладно.